Я не готова ждать, когда будет мне 60 лет, дети будут где-то там в университете, я построю этот деревянный домик, найду этот лес, там разобью этот пруд какой-то, и тогда начну писать книгу. У нее имя особенное. Мой отец Камзабек сказал, что назовите мою внучку Унзила. Я спросил, а что она означает? И он ответил, с арабского это имя переводится как «сияющая звезда». Творческое начало было заметно в ней с раннего детства, начиная с детского сада. Ну, мы всегда знали, что она звезда с рождения. Мы росли всегда вместе, она на 2 года старше меня. И она была звезда улицы, школы, университета, всегда-всегда. И у нас с ней, мы вообще с ней не похожи, не внешне, и у нас разные фамилии, поэтому я всегда хотела, чтобы люди знали, что это моя сестра. Она родилась с родимым пятном на носу. Вот прямо на самом видном месте было такое розовенькое пятно, которое потом с годами начало меняться. И все это вот прямо в центре лица девушки. Мы, конечно, очень переживали. Во-первых, чисто, это онкология, в общем, как нам сказали. Голос начинает дрожать, потому что это очень серьезная проблема была. А во-вторых, это девушка, это же ее лицо, как говорится. Но мы пытались делать вид, что ничего не происходит. Ну, лицо – это твоя изюминка. Она так и говорила, это моя изюминка. Но она, конечно, видела насмешки окружающих, или там сочувствующие взгляды, или усмехающиеся. Самое разное. Она, правда, все это нам не рассказывала, но это закаляло ее характер. Она стала таким бойцом, как бы. И с детства я привыкла к этому вниманию. То есть это не то внимание, которое я хотела. Постоянно люди указывали пальцем, и взрослые, и маленькие дети. И я привыкла делать вид, что я этого не замечаю. И мне кажется, это вырабатывало какую-то внутри, может, смелость, может, какую-то силу, да. Я не боялась внимания. И что она стала делать? Она стала участвовать в конкурсах красоты. И вот она просто вот своей смелостью, своей вот этой решительностью, своей харизмой, своим актерским вот этим мастерством она смогла везде занимать первые места. И вот только когда она стала студенткой КАЗГУ, участвовала в конкурсе «Мисс КАЗГУ», ей дали опять-таки первое место, и один из членов жюри ей тет-а-тет сказал: «Но ты же понимаешь, — говорит, — да, ты была самой сильной, но ты же понимаешь, что ты не можешь претендовать на гран-при». И вот она мне это сказала, поплакала. И я сказала: хватит, больше не участвую ни в каких конкурсах красоты. Когда меня диагностировали признаки меланомы, это рака, и сказали, надо срочно оперировать, удалять эту родинку, потому что это лето может быть последним. Это был первый курс в Москве. Я так ревела. Оказывается, я так приросла к этой родинке, и я думала, что тогда я потеряю свою индивидуальность. Но оказалось, что индивидуальность, она не во внешнем проявлении, а внутри меня все-таки сидит. Во-первых, она никогда не говорила мне, что хочет стать писателем, но я это чувствовал, что писательские способности в ней есть. Я никогда не говорил ей «стань писателем» или кем-то другим. В этом отношении мои родители для меня пример. Они тоже не говорили мне, кем стать. Я сам выбрал журналистскую стезю. Думаю, Унзила тоже самостоятельно выбрала свой путь. Наверное, я захотела стать писателем уже в более осознанном возрасте, когда я была там последние курсы студенчества, может, смотрела фильм и не помню, как называется, голливудский фильм. В общем, мне понравился образ писательницы. Это была такая взрослая женщина в
белой водолазке, сидит в каком-то деревянном домике, перед ней там красивое огромное панорамное окно, и через это окно там лес какой-то с каким-то водоемом. Я подумала, вот красота. Мне нравилась просто картинка. И вообще у меня все сначала исходит из картинки. Когда твоя сестра писатель, такое ощущение, что каждый день ты, когда слышишь ее истории, как будто ты смотришь какой-то фильм, потому что она сходит там в магазин, и она может об этом так рассказать, что ты захочешь в следующий раз с ней вместе пойти. Все так, твоя мама писательница? Я говорю, да. Она такие, Горжусь ли я? Конечно. Конечно, горжусь, что ее начинание, что она добивается поставленных задач, что она наметила себе цели и потихоньку своим трудом. То есть это большой труд писать, понравится зрителю. То есть люди, которые читающие, очень щепетильны и знают толк. Оценку будут давать ее читатели. Если у нее будет на этом получаться, если будут большие успехи, я думаю, что это действительно достойно. И каждый лавры, которые она получает от этой деятельности, полностью заслуживает. Так и можно только гордиться и восхищаться. Когда ты каждый день между всеми этими кашками, горшками там, и так далее, а муж у тебя работает на госслужбе и появляется очень поздно дома, просто чтобы упасть и встать на следующее утро, то, мне кажется, ты создаешь какую-то вторую реальность. Ребенок засыпает, я подхожу к компьютеру, а там я и молодая, и красивая. Всем, кем я хочу быть, я была на строках вот этот вот ноутбуки. И мне кажется, я получала ту энергию, которую и могла потом уже делиться. Когда у супруги есть настроение, когда она счастлива, это полностью влияет и на твою жизнь, на настроение детей, на атмосферу дома. Я ее первый критик и первый фанат. Как бы в этом как бы и заключалось, что только большая поддержка. Можно сказать, что мы друг другу дополняем. Моя работа, как бы, и ее открытость, ее как бы деятельность, она совмещает, и она продвигает общую наши ценности семьи и ценности брака, что можно работать на такой работе и, в принципе, жить такой же общественной жизнью, как и все. Пришло вот это осознание, что придется писать, потому что я еще начала трубить об этом в Инстаграме. Я, конечно, пописывала. Я писала посты, я писала какие-то там заметки. И я видела, что мне это нравится. Начнем с этого. И что тем, кто читает, тоже нравится. У меня к этому отношение очень хорошее. Я считаю, что женщины должны развиваться. Это на самом деле наши дети получают больше воспитания от матери, интеллектуальные способности больше она развивает. Поэтому я считаю, что чем больше твоя супруга является одаренным человеком или как бы творчески раскрытым человеком, и это будет все сказываться на наших детях, и они в будущем будут как бы близки к художеству, высокому, к искусству и в целом могут быть правильными людьми. Супруг у меня всегда поддерживает. То есть он говорит, делай, дерзко, вперед. Потому что мне кажется, что ему это выгодно, у него есть вторичная выгода, что я ему мозг не выношу. И все вот эти вот сообщения трехтомные, да, которые сейчас у меня выливаются в рассказы, раньше он был единственным читателем, и я ему писала и о своих чувствах, и о своих претензиях. А сейчас он, я думаю, рад, что я это пишу, немного сменив ракурс, но продолжаю писать. Она выбрала этот путь, и мне очень импонирует. Мне очень, конечно, я, можно сказать, что горжусь ее такими ее начинаниями, такими ее первые шаги, честно говоря. Поэтому сейчас я просто получаю удовольствие от процесса.
мне пишет в социальной сети Инстаграм девушка, что ей понравился мой пост. А этот пост был посвящен моему месту работы, о том, что, о гендерном неравенстве. Оказывается, уже полгода искала писателя для своего, для одной из своих проектов, детища. Мы переписались, о встрече договорились. Она сразу сказала такие слова, бросающиеся на глаза, что будет проект про казахстанских чемпионов. Мы видели, как загорелись ее глаза, и для нас это было главное, на самом деле. Но написать за несколько месяцев 20 историй — это буквально описать жизнь каждого спортсмена, а это не просто 4 страницы в книге, это на самом деле огромный объем информации, начиная от детских лет, заканчивая до той самой победы спортсмена. У нас получилось, я очень рада, что автором стала именно Унзила. Детской литературой я вообще не увлекалась и не думала, что я буду детским писателем. Моя дочка, она была вынужденным читателем, причем первым читателем. Когда я писала эту книгу, отправляла издателям, и они мне говорили, например, что-то сложно для детей. Типа, может, вы попробуйте на своей дочери. И я репетировала это на дочери. Она такая зовет на весь дом: «Самбат, кель!» И мне читает, она мне говорит: тебе понравился текст? А я говорю: да. Она говорит: а что-то там непонятное есть? И я говорю. Я помню, каждый раз, когда я звонила, она была вся заплаканная, вся красная. Я такая: что случилось? Она плакала из-за своего текста. У меня есть подруга, она купила книгу. И есть еще одна подруга, она сказала, что ей мама на Новый год подарит книжку мамину. Мама Бекзата Сатарханова. Я, когда писала этот рассказ, почему-то я через себя пронесла. Его гибель для всех нас была прям трагедией какой-то, да? Звезда, которая только поднялась, и раз она погасла. Там было такое, что мама постоянно ждала его в ночи. У него тренировки были очень поздние. Когда я прочитала то, что она всегда ждала, у меня было ощущение, что она, в принципе, и сейчас ждет. Она ждет его, память о нем. Она ждет, чтобы люди помнили о нем. И я так и назвала рассказ, что это рассказ о матери, которая до сих пор ждет сына в темноте. И мне приятно, что эта книга как будто продлила его жизнь, его память о нем. За все это время, у нас уже 2 недели книга в продажах, я не слышала ни один негативный фидбэк. Для нас это, конечно, не сюрприз, но такие позитивные отзывы получать действительно приятно. Она справилась с этой задачей тоже. Она просто яркая личность. Всегда во всех мероприятиях она оставалась в памяти у всех, кто был там, зрителей. Поэтому для меня вообще я не удивилась. Я знаю, что это только начало. У нее такой потенциал, который я всегда ее вижу, даже не в Казахстане. Мне кажется, ее талант заслуживает быть во всем мире. У нас в семье, да, очень такая патриотичная семья, патриотичная среда. И я рада, что я росла в такой семье, потому что теперь я это культивирую в своей семье. Я рада, что моя книга, которая сейчас вышла, она на 2 языках. И на русском, и на казахском языке, и о казахстанских спортсменах. То есть это тоже популяризация, имиджевая работа над Казахстаном, над казахстанскими людьми. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында туды ғой енді 90. Она родилась в первые годы независимости. Соның барлығы тек қана
И думаю, этот дух свободы и патриотизм в ней был сформирован в той атмосфере и среде. Мы вместе ходили на национальные мероприятия. Я считаю, что любовь к родине проявляется не громкими словами, а конкретными действиями и делами. Родители, мне кажется, долгое время относились к моему писательству, как бывает же, после, ну, это, во-первых, появилось после декрета, и мне кажется, это они воспринимали как после какого-то ДТП, когда ты там попадаешь в аварию, просыпаешься и говоришь, хопс, я теперь знаю древнегреческий язык, а еще древнеримский и какой-нибудь древнеарабский. И точно так же я родила 3-го ребенка и вдруг взяла, поменяла шапку профиля в Инстаграм, что я теперь писатель. Поскольку мы с ним близки по духу, и я сама всегда что-то пишу, ничего не опубликовываю, то я понимала ее состояние. Тем более, поскольку вот у него 3 детей, сейчас ждет 4-го ребенка, всегда требуется вот эта духовная какая-то пища. Ну, вот как писатель я ее не воспринимала на самом деле. И вот только сейчас, когда вышла книга, и на обложке ее фамилия, конечно, это приятно, и мысли, видимо, материализуется на самом деле не раз, я в этом убеждаюсь. В начале своей карьеры же пыталась работать юристом на национальных компаниях, но я видел, что эта работа не приносила ей такого удовольствия. Поэтому, когда она сказала, что она хочет уволиться и заняться, писательством, я полностью ее поддержал. Я думаю, что так и должно быть, что она должна получать удовольствие от того, что делает. Я не знаю, почему даже он меня так поддерживает, прям очень сильно. Может быть, это тоже у него из детства идет, что его мама отвоевывала право работать. Мне кажется, ребенок воспитанный, который это все видел, пусть даже это там, не знаю, как-то в виде скандалов не звучало, но он же пропитан этим. Он вообще никогда не ставил вопрос о том, чтобы я нашла себя или работала. И когда я начала заявлять себя как о писателе, он всячески поддерживал. Ее подписчики, семья, все ждут, что она наконец выпустит свою личную книгу своих рассказов. Я очень лично жду ее личные истории. Я говорю, пусть это будет маленький сборник, но выпусти свою книгу. Вот я думаю, что следующая книга это будет ее личные истории. Это моя мечта, наверное, признание меня в качестве писателя. А писать о чем я хочу? Я хочу писать о наших казахстанских женщинах, потому что я это все нутром чувствую. Я чувствую и материнство, я чувствую всех женщин, разных женщин. Я хочу на своем уровне показать, что женщины разные. Я хочу писать о казахстанских женщинах, которые вот между кухней и своей реализацией находятся. Мне хочется писать о самых грустных вещах с юмором, потому что я знаю, что все это проживает каждая женщина. Вот я сейчас смотрю на молодых женщин, да, и я поражаюсь им амбициям, здоровым амбициям их, желанием родить много детей и все это как бы совмещать, делать карьеру, делать бизнес, делать свой личный бренд. В этом плане у нас примеров очень много, и Унзила одна из них. Я вот видела, как дети на презентации ходили. Они ходили такие гордые. Наверное, они никогда не ожидали этого, что вот мама вдруг будет стоять на сцене, что все ей будут хлопать, дарить цветы. Я думаю, это, наверное, важнее, чем вот эти ежедневные завтраки, обеды и ужины. Казахстанская женщина — это просто что-то титаническое существо. Умение балансировать между восточным терпением, принятием, смирением и в то же время вот этой вот силой. Вот это все на сегодняшний день как бы масштабировалось, может быть, она усложнилась, потому что жизнь динамичная. И женщина, которая выдерживает вот этот баланс, ну, она титанических... Это стоит титанических усилий, и она просто молодец.